15 июня отправляемся в сторону запада. Пока не определенно, ну пока в сторону запада. Выезжаем с Якутска. Сегодня у нас плюс 28, плюс 29 градусов. Жара на улице. Сейчас мы выезжаем с Мархи и едем на переправу. Никитка напарник пока отдыхает. Мама у нас за оператора. Shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like. Так, ребята с Киргизии. Вот станем тут, будем переправляться на РТ-456. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Go for the moon. Так, ну все, мы отчаливаем. Кстати, а чайки могут плавать? Плавать могут. Под водой не могут плавать? Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Back to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid.
полоса бегущая у него на прицеле. Все, поворачиваем на запад. Сигареты будете брать? Надо. Как это сделать? А ладно, что потерплю. Ты пока выключи? Да, сам выйдет. Так, ну вот стояночка. Раньше тут кафешки не было. Стояночка мечта. Сейчас сделали кафешку. Банька. Банька 500 рублей с человека. Облагородили стояночку. Это 85 километров, не доезжая Нижнего Бестяха, если со стороны запада идти. В сторону Бестях, вот не доезжая 85 километров. Вот тут вот родничок бьет, водичку можно набрать. А, ну сейчас что-то он пересох. Так раньше постоянно родничок, водичку можно было набрать. Питаться я здесь не питался, про кухню не знаю, сказать ничего не могу. Потому что мне тут смысл останавливаться, если мне тут до дома маленько осталось. Так что, кто хочет покушать и помыться, не доезжая Нижнего Бестяха, 85 километров с правой стороны. Если на запад, с левой стороны. Ну а мы двигаемся дальше на запад. Сильные руки меня обнимают, вдаль от разлуки на миг улечу. Это мгновенье в ладонях сжимаю, это мгновенье я не отпущу. Дороги, дороги снова дурманят, каждая манит, зовет за собой. Дороги, дороги, если бы вы знали, как мое сердце рвется домой. Нежное утро, ветер беспечен, лишь в моем сердце огненный зной. Это минута, целая вечность, как бесконечен. Родной поселок Улуу. Сейчас пишут Улу 3 буквы, а вообще 4. На конце 2 У. Улуу. В переводе великий.
Заправочка. Внизу вон там справа, где вон там фазенды. Слева вот тут вот папина кафешечка. Все заезжайте, кто смотрит сюда кушать. Заинка. Поселок Улу. Раньше вот тут большой барак стоял, длинный. Это склад раньше был. Потом из него сделали магазин. Это магазин раньше был. Где? Это тоже. Сначала склад был, потом в дальнейшем магазин был. Я раньше маленький был, вот здесь вот под этими прятался. Ну, они не так просажены были. Под этими лестницами прятался. Вон садик был. Сейчас садик не идет. Да. А до садика это была начальная школа. Ну конечно, и в садик там ходил, а потом раньше все вон там, где березки стоят, раньше там был садик, он сгорел. Это была начальная школа, та уже основная большая школа, взрослая. Ну, пойдем сейчас прогуляемся. Где без спроса входят гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение справляют, Вертушка. навеки провожают. Это вот бывшая столовая. Там склад. Столовая. Все старые дальнобойщики, все знают вот эту столовую. Они все здесь питались. Раньше у меня здесь мама работала. Ну, а давайте заброшку эту посмотрим. Так, столовая. Вот тут раздача была. Ну, тут маленько что-то как-то видоизменилось. Маленько типа ремонт сделали. Ой, повалилось. Здесь вот вход, забаррикадировали, тут был вход, так заходишь сюда. Тут такие столы вдоль были. Здесь такая еще совдеповская это была. Отделялась. Там на раздаче заходили, брали покушать. И между ними была такая, там, кораблики, машинки, танки, всякая фигня такая, в квадратиках нарисована. Я маленький по ним постоянно лазил. Аккуратно гвозди не есть. Ну такой вот видом. Люба ходит, цветочки поливает. Ну что, пойдемте? Бросай, сына, ничего не надо брать руками и ногами. Пусть как будет, все лежит. Ну, вот кафешечка. Все в цветочках. Аккуратно, сына. Не упади. В цветочках. А вот тут Люба. И папа.
пойдем в гости? Да. А мы на видео ходим, снимаем. Что, были в школе? И в школе были. и в- Ну, заезжаем в Алдан. Время 11 у нас. Поселки подзадержались в Улун. Погуляли. Отворачивать по главной налево. Да, все, на объездную Алданскую выезжаем. Здесь вот у нас слева ЖД вокзал. Алданский. Поступаем дорогу. Смс-ки приходят. Посмотрели налево, посмотрели направо, потом поехали. Или сначала едем, потом смотрим. Как правильно, Алён? Сначала посмотреть надо? О, все, в следующий раз так и буду делать. Ну, то есть сначала поехал, а потом посмотрел. Ладно, приехали. Сейчас поспим тут, отдохнем. Завтра дальше поедем. Подъезжаем к Васильевке. Здесь был раньше лагерь узников, заключенных. Расформировали этот лагерь, не помню, в 60-х годах, по-моему, что ли, да, где-то так.
насколько я слышал, насколько я знаю. Вот. Сейчас помедленнее поедем. Тут сейчас справа будет ихние, ну, бараки, столовая, еще вот стена столовая осталась. Вот, Васильевка. Тут стена еще осталась, вот столовая ихняя была. Вон там вон бараки. Видно, постройки еще как бы остались, эти бревна там все. А вот с этой стороны сейчас будет вот здание. Уже оно высокое, такое крепкое осталось. Это администрация. То есть здесь офицеры, тубаки, ну все вот кто персонал обслуживающий. Они вот здесь вот жили. Здание администрации. Сейчас вот остановимся. Крест будет. Тормознемся, там схожу, засниму. Говорят, до сих пор там где-то находят эти таблички, столбики с табличками под номером. Кто умер из заключенных. Хоронили их здесь. А еще в Хатымях жил, вот он буквально недавно, я не знаю, честно говоря, умер, не умер еще этот дед, жив ли он. В Хатымях жил дед, вот он здесь работал, служил. Сейчас остановимся здесь, сходим, заснимем. Вон крест стоит. Поставили крест в честь замученных вот в лагерях. Так, вот мы вышли. Такая природа красивая. Никитка у нас выбирается. Давай. Ну и чё? Аккуратно проходи. Это какое-то заброшенное место. Да нет, это не заброшенное все. Какие-то тропиночки туда, дорожки идут. Так, ну вот. Вечная память, упокой, Господи, души усопших и везде лежащих православных христиан. Сия часовня в честь новомучеников российских освящена 13 сентября 2009 года по благословению Преосвященнейшего Зосимы епископа Якутского и Ленского в память всех погибших и умученных в лагерях, в лагере Васильевка в 1949-1954 годах. Ну вот.
году в лагере. В лагерях, да, замучили. Да, я знаю. Ну что, едем сейчас дальше. Так, вот сейчас вот подъезжаем к стоянке Дунькин Пуп, называется стоянка. Вот, сейчас расскажу, почему она так называется. Раньше здесь, во времена заключения, ну вот когда лагеря тут были еще, здесь вот в этих краях, в этих местах жила женщина по имени Дуня. Ну и зэки бегали к ней. А Дуня, ну, чтобы остаться на ночь с ней, с Дуней, провести ночь, в общем, она говорила зэкам: насыпешь мне полный пупок, что там они добывали, драгметалла, там, золото или серебро, вот, насыпешь полный пупок этих драгметаллов, тогда, ну, можешь переночевать со мной. Поэтому и называлось Дунькин Пуп это место. Бежать зэкам особо некуда было. Либо в тайге сгинешь. То есть зэк сбегает. Местная администрация нанимает местных охотников. Так называемых охотники за головами. Они их нанимают. Этих охотников. Они их вычисляют, ищут по следам. Для охотника это не составляет труда. В тайге отыскать беглеца. Ну и убивали, отрезали голову, ну, чтобы все тело не тащить, отрезали голову и приносили администрации как доказательство. За это получали они муку, сахар, водку. Деньги тут не в цене. В тайге для охотника деньги ненужная вещь. Вот, поэтому в лагерях заборы не строились. То есть, по сути, бежать некуда было. Если, допустим, человек родом с Ростова или с Москвы, заброшенный сюда, и тарабанить ему пятнашечку или 10 или 20 лет, ну, все, человек смиряется. Ну и вот какое-то развлечение бегать к Дуне было. Не знаю, насколько это правда, неправда, но вот как-то так вот, почему называется Дунькин Пуп, перевал. Много населенных пунктов раньше здесь было, все развалено. СССР развалился, ну и с ним все поселки. Все населенные пункты. А у нас впереди сейчас перевал Тит. Потом Чульмаканская петля, ну и Чульман, и Нерюнгри. А из перевалов у нас сейчас вот Тит и Чульмаканская петля. Так, ну это у нас начинается перевал Тит.
сейчас подъехали к Чурмаканской петле. Начинаем забираться. стоянку. Сейчас будем заезжать.
Стоянка Гранитный. Сейчас нас ждет Саня Рудаков. Он возвращается домой, а мы наоборот с дома едем. Смотровая площадочка. Работяга. А вон и Саня стоит на красной Вольве. Пододвинулся, думал, хоть что ли. Встанут посередине. Давай, Сашка, иди сюда. Какая крутая у дяди Саши, смотри, Вольво. Да. Поднимемся. Поднимемся. Пойдем. Стоянка Гранитный. Ну здорово! Встретились с Саней. О, Никитка покушал, да? Да. Все покушали. Кормят Да. хорошо. Сейчас пойдем на батуте прыгать. Это что накажет? Все, так. Угу. А что там его оплачивать надо батут? Прыгай, прыгай. Санька там на переговорах весь. Так, ну вот, на взлетке пообедали. Кафешка, которая на Гранитном. Сейчас Саня на Беркокит будет поворачивать. Увиделись, повидались, пообедали, обнялись. Сейчас мы поедем дальше. А Сашка пока останется здесь. Ой-ой-ой. Нет, еще, сын, пока не прятайся.
Блин, муху зацепили сюда. Иди сюда. Быстро избавились от мухи. Заезд Беркокит. Все, пока, Сашка. А мы едем дальше. Впереди у нас Тында. До Тынды 194 километра. В Тынде будем кушать бузы. Так, вот поворот на Беркокит проехали. Спустились. Вот тут стояночка слева с пандусом. Вот. Яма. А вот тут перед мостом с правой стороны стояночка, и вон там он ключ бьет, вонючка называется. Вот, она пахнет тухлыми яйцами, но вода лечебная, очень вкусная. Ну, а мы проехали железнодорожный мост, и сейчас будет у нас пост ГАИ. Граница. Выезжаем с Якутии, заезжаем в Амурскую область. Асфальт уже положили, тут кусок. Так, мы едем. Проехали Чернышевск. С ворот на Невер не смогли заснять, все у нас село, телефоны сели, прикуриватель у нас не работал, но это не было подзарядного вот этого, в общем, устройства. Перегорело оно, вот, пришлось купить новое. Сегодня у нас какое, Ален, число? 21 число. Выехали мы 19-го, сегодня 21-е. Вот, до Читы 260 километров. 260 км, такие забайкальские просторы. Алена скучает. Никита играет. Никита, что делаешь? Да я играю. Ты играешь. Ну а мы едем.